Привет, ребята! С вами передача «Новости за школьной партой». Мы давно с вами не виделись и уже успели соскучиться. Привет! Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях нашего города. И творческие выступления, и спорт, и даже парад. Ребята, вы активно участвуете во всех городских мероприятиях. Но обо всем по порядку. Конечно же, самым главным событием стало празднование 73-й годовщины со дня Великой Победы. Бессмертный полк, возложение цветов к вечному огню и общение с ветеранами – все это про парад Победы. 9 мая. Что же это такое? Это самый лучший день, самый яркий праздник в России. Ежегодно отмечаем его для того, чтобы от всего сердца отблагодарить всех тех, кто пожертвовал своей молодостью, своей жизнью ради нас. Если бы не они, повторяет каждый житель нашего города, меня бы тут и не было. На городской площади Парка культуры и отдыха прошел яркий красочный парад в честь Дня Победы. С утра жители нашего города вышли для того, чтобы поучаствовать в бессмертном полку, пройтись по живому коридору, посмотреть концерт и возложить цветы около вечного огня. Для начала ученики 5, 8 и 10 школы выстроились в живой коридор, по которому проезжал автобус ветеранов и, конечно же, проходил бессмертный полк. В бессмертном полку участвовали и дети, и взрослые, и пожилые люди. Мы смогли узнать немного о людях, участвующих в войне. Я в завод поступил, меня в армии забирали в 1944 году, оставили это особое распоряжение. А потом уже в завод поступил в 1944 году. А завод нас на фронт не брали уже. Портрет кого вы несете? Своего деда. А что означает для вас праздник 9 мая? 9 мая, День Победы. Это великий праздник, который наши деды, прадеды воевали, побеждали, боролись за свою свободу. Вот. Игорь, расскажи, пожалуйста, что для тебя значит праздник День Победы? День Победы значит для меня праздник всех ветеранов войны, которые участвовали в наших победе. А как ты собираешься его отмечать? Ну, я собираюсь отмечать его дома, при кругу семьи, вспомнить ветеранов. После шествия прошел праздничный парад на площади Ленина. Ребята танцевали, а также каждой школы маршировали. В конце парада каждый житель смог подойти к вечному огню и возложить цветы. Затем состоялся концерт. Выступали творческие коллективы нашего города, от самых маленьких до восьмиклашек. Также в нашем парке вы могли отдохнуть, прикупив в лавочках выпечку и напитки. В завершение праздника в ночном небе заискрились яркие огни. Это был праздничный фейерверк. Разными огнями освещал он небо. Всем праздник очень понравился. Мы благодарим всех ветеранов, всех тыловиков за победу. Низкий вам поклон. В продолжении праздничной темы мы хотим напомнить, как прошел велопробег, посвященный Дню Победы. Более 200 человек проехались по проспекту Ленина. И взрослое население, и малыши с удовольствием покатались на велосипедах. Велопробег в Канаше стал традиционным. Его проведение ребята ждали с нетерпением. К 18 часам собрались на главную площадь города. Дружно с волонтерами спели песню «День Победы». Поучаствовать в памятной акции многие пришли большими семьями. 5-километровую трассу преодолели все участники. По возвращению каждого ждал значок участника. У многих в коллекции их уже не один. Чтобы здоровье было в порядке, нужно чаще заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. В движении приняли участие школьники всех школ. Многие встретились с друзьями и с пользой провели время. Роман Константинов, Вениамин Григорьев. Новости за школьной партой. Ребята, а вы знаете, что в Канаше существует молодежный школьный парламент? Он был организован недавно, но уже сделал немало добрых дел. В ряды парламента вошли самые активные и деятельные учащиеся школ нашего города. Ребята собирают канцтовары для детей, нуждающихся в помощи, а к 9 мая они провели конкурс чтецов. Мы предлагаем послушать некоторые из них. Краснова Мария, 4 класс, школа номер 5. Муса Джалиль. Варварство. Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили, а сами они стояли, кучкой дикарей.
и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Машенька, сестра моя, москвичка, ленинградцы говорят с тобой. На военной грозной перекличке слышишь ли далекий голос мой? Знаю, слышишь, знаю, всем знакомым ты сегодня хвастаешь с утра. Горит деревня, как в часы заката. Густой багрянец по небу разлит. Раскинув руки, на пороге хаты расстрелянная женщина лежит. Начало мая, красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет. И ветеранов праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе. Сама с собой веду я разговор. Рома, а какой стиль танца тебе больше по душе? Мне нравится много разных стилей, но я думаю, что самое главное – это движение. И также мы ходим всем классом на танцы, и это очень весело. Да, вы хорошо танцуете, и это я уже видела на фестивале «Танцевальный фейерверк». В нем участвовали дети со всего города, а также было 60 номеров. Давайте скорее смотреть наш сюжет. В городском дворце культуры прошел очень большой конкурс детского и юношеского творчества «Танцевальный фейерверк». Участники были разделены на 4 возрастные категории. От самых маленьких до более взрослых были и студенты. На сцене города Канаша танцевали лучшие из лучших. Всего было 60 номеров. Да, это много, но несмотря на это, каждое выступление было красивым, ритмичным и завораживающим. Какие только танцы мы сегодня не увидели. От вальса до быстрых, от народных до современных. Все выступления зрителям очень понравились. Нам удалось пообщаться с многими участниками. И вот что они сказали. Девочки, расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня Даша. Меня Диля. А какой танец вы будете сегодня исполнять? Хип-хоп. А вы когда-нибудь выступали на сцене? Да. Вы хотите победить? Да. Очень. А много занимались, упорно трудились? Да. Хотите занять первое место? Очень. Я приехала из 7-й школы. А какой танец будете исполнять? Мы будем исполнять хип-хоп. Хотите ли вы победить? Очень хотим. А долго ли готовились к этому конкурсу? Мы готовились 1,5 месяца. В каком стиле ваш танец? Военный. Долго ли вы готовились? 2 года. А как называется ваш танец? Пуговицы в ряд. Хотите ли вы победить? Конечно. У вас очень красивые костюмы. Удачи вам победить. Спасибо! В конце фестиваля все были награждены дипломами. А главное, получили незабываемые впечатления и море позитива. Гузель Хамидулова, Елена Бладцева для новостей за школьной партой. Мы для вас очень старались. Надеемся, что вам понравилось. Увидимся совсем скоро. Всем пока.